На Сухумском центральном рынке не протолкнуться. До начала учебного года осталось совсем чуть-чуть, и за это время необходимо успеть все купить. Кто-то из родителей примеряет детям обувь, другие же сорочки, пиджаки. Одеть ребенка к школе сюда приезжают со всех районов страны. Проблем нету с выбором, немножко дороговато. В прошлом году, например, в пределах 40 тысяч на двоих, а то и больше. Мы только начали сейчас, еще пока я не считал. Дороже будет, просто мы в прошлом году больше покупали. Что-то там портфель, там все это не нужно покупать. Я думаю, что в этом году дороже. Сегодня, чтобы собрать одного ребенка в школу, родителям необходимо как минимум 25 тысяч рублей. Блузки, пиджаки, жилеты, юбки, сарафаны, обувь, портфели – это лишь малая часть того, что нужно ребенку к 1 сентября. Найти все это сейчас не составит большого труда. Прилавки магазинов и рыночных рядов буквально завалены одеждой. Цены здесь в основном зависят от качества. Например, этот портфель может стоить 5 тысяч, а этот всего 1,5. Разница, говорят продавцы, не только в цене, но и в качестве. Ортопедические рюкзаки, представленные в нашем магазине, лицензионные. То есть они все прошли сертификацию. Есть санитарно-эпидемиологическое заключение о безопасности материалов, применяемых для производства данных рюкзаков. И рюкзачок ортопедический отличается от классического тем, что у него жесткая ортопедическая спинка, накладочки, светоотражающие элементы, удобные отделы, что для ребенка очень важно, удобные лямочки и возможность регулировки лямочек по спине ребеночка. Рассчитан он в среднем на 2-3 года. Эти рюкзаки не столь функциональны и полезны, как именно ортопедические рюкзаки. Все равно они не выдерживают ту нагрузку, которая должна быть. Не секрет, что бюджет у каждой семьи разный. Кто-то может себе позволить потратить на одного ребенка 30 тысяч рублей, а кто-то вынужден одеть 3 на эту сумму. Для родителей, конечно, важно, чтобы покупка понравилась ребенку, но главное, чтобы вещи были более или менее качественные и безопасные. Я в этом году собираю дочку во 2 класс. Очень немаловажно, чтобы хороший был рюкзак, портфель, потому что, чтобы и помещались вещи, и спинка была ортопедическая, потому что ребенок носит на себе тяжести, как у нас сейчас вот заметно. И очень важно, чтобы он был практичный, качественный. Один у вас ребенок? Нет, у меня их 3, но в школе учатся 2. Конечно, дорого. И вот я сейчас смотрю, договориться с продавцами практически нельзя. Уступок нет особенно. Кстати, качество школьной формы определяет Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам потребительскому и техническому надзору. Именно эта организация проверяет магазины и все точки продажи школьной формы. В соответствии с планом проверок на первый квартал 2016 года госстандартом были проведены инспекционные проверки в 23 торговых точках. Основной проблемой является отсутствие сертификатов, что гарантировало бы качество и безопасность именно детской одежды. Основными импортерами, в принципе, являются Российская Федерация и Турция. В Российской Федерации все вопросы качества регулируются техническим регламентом Таможенного союза. Это как бы является сводом стандартов ГОСТов. Именно в Республике Абхазия мы базируемся этими стандартами. Сегодня многие школы активно сотрудничают с магазинами. В особенности это удобно, если в школе единая форма одежды. Например, в этом магазине продают форму для Сухумской 4-й школы. Здесь можно сразу приобрести и пиджаки, и рубашки, и даже обувь. Но если говорить лишь о форме, родителям на одного ребенка она обходится как минимум в 4 тысячи. Позвонили, спросили, зная, что у нас магазин, сможем ли мы на 4-ю школу помочь им на 4-ю школу, сшить или привезти форму школьную. Мы обсудили этот вопрос и дали свое заключение. То есть да, мы сможем, и они нам дали свой заказ, мы дали им каталоги, они выбирали. Более 30 видов там было, то есть они выбрали, это не наша прихоть, мы выполнили их заказ, то есть они были заказчики, мы исполнители. Есть вот сопровождающие документы, они у нас на стене, любой родитель может ознакомиться с качеством и составом этой продукции. Конечно, не вся форма на детей такая дорогая, приобрести ее можно и за меньшую цену. Самое главное, на что родителям надо обращать внимание при покупке –
Это на состав материала. Чтобы детская одежда была безопасной и качественной, в ней должно быть более 80% натурального волокна. Сария Смыр, Беслан Чинджерия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.